Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда ставит задачи создания комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан посредством переселения из аварийного жилищного фонда, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, сокращения непригодного для проживания жилья. О ходе реализации программы мы сегодня и поговорим. Гостю на студии Владимир Егоров, начальник отдела реализации программ дирекции жилищного строительства Республики Саха-Якутия. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. Какие основные достижения в реализации программы за 2023-2024 годы? Планы текущие выполняются ли? Действующая программа, она реализуется в рамках федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Это федеральный проект, и действительно там есть для каждого субъекта федерации целевые показатели. Ежегодно целевые показатели нашей республикой достигаются, даже перевыполняются. И в этом году мы тоже рассчитываем выполнить поставленные задачи. Но это не может не радовать. Как организован контроль за ходом строящихся объектов? Какие меры принимаются, если, допустим, удается выявить недостатки? Да, один из способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда – это строительство нового жилья. Строятся многоквартирные дома по всей республике. Большой строительный бум благодаря этой программе. Ну, не секрет, да, ни для кого. Каждый дом, который строится, для него делается проект, получается, да? И этот проект должен пройти обязательную государственную экспертизу. После госэкспертизы ведется контроль государственным строительным надзором республики. И, значит, ну и сконтролируется строительство, качество. Также, если, например, домов много, например, могут быть какие-то единичные случаи, если дует закон, например, да, в помещении. Есть межведомственная комиссия по контролю качества. Застройщики, они контролируют, держат на контроле, чтобы застройщики исправляли свои какие-то недочеты, например, если дует из окна. Ну, то есть контрольно-надзорные меры все строгие, соблюдаются с разных сторон. Ну, да. Если говорить о трудностях еще, которые возникают при строительстве, как они решаются? Особенно если мы говорим про строительство в арктических и отдаленных районах. Да, в арктических отдаленных районах тоже строительство ведется, даже в отдаленных вообще населенных пунктах, там далеко. Там основная проблема – это доставка материалов, техники у застройщиков. Там через автозимники, либо навигацией доставляется. Данные проблемы решаются тем, что по госконтрактам мы для арктических улусов предусмотрели 90% авансирование, чтобы застройщики смогли все необходимые материалы на весь дом сразу же закупить и направить либо навигацией, либо автозимниками. А если говорить о финансировании программы, вы сами отметили, что это часть федеральной программы, соответственно, и финансирование, насколько я понимаю, идет из федерального бюджета. Достаточно ли его, планируется ли увеличение? Да, основное финансирование действительно из федерального фонда развития территории, есть такая публично-правовая компания. И больше 70% финансирования, это около 90 миллиардов рублей, а вся программа стоимость реализации программы 124 миллиарда. То есть 90 миллиардов это финансирование федерального бюджета. То есть средств достаточно федеральных выделяемых. А само увеличение финансирования как-то планируется или пока этих разговоров нет? Там ежегодно рассчитывается стоимость расселения 1 квадратного метра. Да? Есть у нас региональный центр ценообразования в строительстве. Они проводят расчеты для каждого района, улуса по отдельности. И все рассчитывают ежегодно. Новая стоимость, она бывает, как правило, больше, чем в прошлом году. Да? И, это все рассчитывается как стоимость. Владимир Владимирович, раз мы начали про деньги, давайте продолжим. Инфляция растет, цены на все растут на стройматериалы. Как вот рост стоимости строительства повлиял на реализацию программы? Опять же повторюсь, что ежегодно
Есть у нас региональный центр ценообразования в строительстве. Они проводят расчеты, они учитывают инфляцию, они учитывают еще кое-какие расчеты, стоимость доставки материалов, да, все это учитывается, и в квадратный метр рассчитывается, исходя из их расчетов. Поэтому ежегодно индексация происходит. Стоимость квадратного метра утверждается приказом Министерства строительства Республики. И это все ведется, все рассчитывается, это не так, рассчитали в 2019 году и не обратили внимания на инфляцию, которая должна быть в течение 5 лет. Так что это все рассчитывается. То есть правильно ли я понимаю, что есть какие-то механизмы компенсации? Компенсация? Ну вот, допустим, если при росте расходов. Да, ежегодно рассчитывается индексация. Я сказал, вот региональный центр ценообразования в строительстве, они проводят расчеты стоимости квадратного метра. То есть в этом году, например, в 2024, да, стоимость расселения одного квадратного метра не такая же, как в 2019 году. Она уже проиндексирована, она рассчитывается, поэтому это все делается. Владимир Владимирович, что происходит, если аварийный дом собственника, условно говоря, сгорел до окончания программы? Меняется ли статус таких граждан? Если дом, он был признан аварийным, да, но сгорел потом, да? Статус не меняется. Дом был признан аварийным в результате физического износа и подлежащим сносу. Если произошло такое, что случился пожар, статус не меняется. Дом все равно аварийный, он подлежит расселению. Однако в каждом муниципальном образовании есть межведомственные комиссии по чрезвычайным ситуациям. Муниципальное образование может, например, этот дом, если он стоял на расселение в конце программы, да, на 2025 год, а сгорел он там в 2020 году, да, он может принять решение на более ранние сроки передвинуть расселение данного дома. А вообще какие шаги нужно предпринимать жителю для того, чтобы его жилье признали аварийным? Если многоквартирный дом, да, жители считают, что он аварийный стал, им нужно принять общим собранием, вообще это регламентируется постановлением правительства Российской Федерации номер 47. Там все прописано, и граждане должны общим собранием решить признать свой дом аварийным и подлежащим сносу. После данного решения обязательно должно быть обследование специализированной организации. Произведены обследования, и по результатам обследования должно быть аварийность дома подтверждена, и собственники обращаются уже в свой муниципалитет, в администрацию муниципального поселения, и поселение уже, в свою очередь, на основании экспертизы спецорганизации принимает решение об аварийности данного дома. Владимир Владимирович, смотрите, есть же много практик, когда дома признаны аварийными, они стоят в очереди на снос и переселение, но люди продолжают в этих домах жить, зачастую с угрозой для здоровья. Есть ли какие-то шаги для того, чтобы если дом признан аварийным, то тех жильцов, которые в нем проживают, просто временно, так скажем, предоставить им жилье? Да, муниципальное образование, если есть в муниципальном образовании маневренный жилфонд, они имеют право, если дом совсем уже действительно угроза жизни и здоровья представляет, они могут маневренный жилищный фонд временно, пока их не расселят по программе, заселить людей из этого дома. А маневренный фонд, он как, в формате арендного жилья, да, я насколько понимаю? То есть за него надо платить какую-то сумму, не имею в виду ЖКУ? Думаю, да. Я, если честно, муниципальное образование там сами. Хорошо, Владимир Григорьевич, а если говорить в целом о сроках сноса и расселения, есть ли какая-то возможность или вполне, допустим, перспектива, чтобы эти сроки убыстрить? Расселение дома? Да. Условно, жильцов признали аварийными в доме в 2021 году, сейчас 2024, дом до сих пор не снесли. Действующая программа, да, и федеральный проект, туда включаются аварийные многоквартирные дома, которые признаны аварийными до 1.01.2017 года. Это согласно федерального закона, согласно федерального проекта. Если дом признан после 2017 года, то со следующего года начинается новый федеральный проект, называется «Инфраструктура для жизни». Он еще не разработан,
он находится на стадии разработки. Минстрой России сейчас вносит изменения в жилищное законодательство России и там некоторые другие нормативные акты. Да? И в эту программу, в этот федеральный проект, ну, все субъекты, в том числе Республика Саха-Якутия, тоже разработают свою программу согласно механизмам вот нового федерального проекта, и туда войдут дома, которые признаны после 2017 года. Вот вы сказали, что для признания дома аварийным нужно общее собрание всех жильцов. А какие вообще доказательства нужны для того, чтобы дом признали аварийным? Ну, грубо говоря, кроме очевидного, что не сегодня, а завтра рухнет крыша. Да, самое главное, это вот специализированная организация должна провести обследование этого дома. Ну, там есть какое-то оборудование специальное, в общем, да? Они проводят обследование и делают заключение, то, что дом либо аварийный, либо еще может простоять. То есть вот это заключение и ряд еще каких-то документов необходимо уже приносить специалистам, правильно? Для того, чтобы признали дом аварийным. Если дом, да, чтобы признали аварийным, во-первых, жители принимают решение, чтобы признать дом аварийным. Потом обращаются в специализированную организацию, которая проводит обследование. С этими документами граждане, если дом действительно по результатам обследования аварийный и подлежит сносу либо реконструкции, с этими документами, они с этим заключением идут в администрацию поселения. И администрация уже принимает решение о признании дома аварийным. В заключение хочу спросить, какие перспективы у программы после 2025 года? Планируется ли включение новых механизмов? Ну вот как раз я уже говорил, то, что со следующего года будет новый федеральный проект. Наш действующий федеральный проект завершается в этом году, а следующий проект начнется в следующем году, соответственно. Да? И перспектива, этот проект будет разработан по поручению президента нашей страны. Должен в этом году уже в Государственную Думу быть внесен законопроект. И со следующего года федеральный проект заработает. И когда мы узнаем, какие там уже новые, говорят, что там будут новые механизмы. А когда мы узнаем, что там какие будут механизмы, все субъекты, включая Республику Саха-Якутия, разработают новую программу по переселению граждан. То есть пока о этих механизмах и продлениях сроков финансирования говорить рано? Ну да, на стадии разработки находится Минстроем России. Ну что ж, будем ждать завершения этой стадии разработки. Уверен, что с новой программой еще больше жители нашей республики обретут комфортное, удобное и безопасное для проживания жилье. Владимир Владимирович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.